Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире АЛЛАТРА24, программа «Социум». На этой неделе в Таласе состоялась церемония открытия завода по переработке фасоли. Новый завод обеспечит работой около 250 человек, а местные жители смогут сбывать продукцию по рыночным ценам. Какие проекты, подобно этому заводу, планируется открыть в регионах до конца года, мы поговорим с заместителем министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбеком Чудуевым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию, чтобы ответить на наши вопросы. Выращивание фасоли – это то, на чем специализируются аграрии Таласской области. И состоялось открытие завода по переработке фасоли. Скажите, пожалуйста, в чем уникальность именно этого предприятия? В годы независимого Кыргызстана это действительно первый завод по переработке, по калибровке и по упаковке фасоли. Такого завода у нас в Таласской области не было. Уникальность в том, что этот завод сегодня может принимать прямо с полей фасоль, и на заводе очищают его, калибруют, упакуют и продают. И предприниматель Омаров Миргазы, который открыл этот завод, он сегодня дает слово, что цена фасоли ниже 50 он не будет принимать. Вот это главное, что к этому заводу будут сегодня стремиться все фермеры Таласской области, которые выращивают фасоль. Действительно, фасоль экспортируется в 25 стран мира, и каждый раз крестьяне сталкиваются с вопросом цены, насколько выгодно продавать по той или иной цене. С открытием завода какая выгода будет еще у фермеров? Действительно, фасоль является биржевым товаром. Цены на фасоль решаются на бирже, расположенном в городе Мерсин, Турецкой Республики. И каждый день там идет торги. Да? Сегодня она стоит 50 сомов. На Таласской области 50 сомов за сорта лопатки, да, вот белые сорта. Но если вот так смотреть, то были годы, когда фасоль продавался по 120 сомов даже. Были годы, когда фасоль продавался по 30, даже ниже сомов. Это все зависит от рынка. Сегодня, если перепроизводство фасоли по миру, а мы производим 100 тысяч, если вот так считать, самое большее, наш фасоль, мы как бы берем рынок только качеством. Наш фасоль, экологически чистый фасоль, является как брендом Талас, не только Таласского, Кыргызстана. И очень много, действительно, вы как отметили, стран сегодня стремятся скупать. Но цена сегодня, конечно, если смотреть фьючерсы, если смотреть биржу, оно чуть ниже. Я думаю, вот только сегодня 80% уже урожая собрано, будут хорошие клиенты, но самое главное, сегодня цена есть, но она, конечно, ниже, чем рыночная. Мы, вот каждый год наше министерство проводит определенную работу, мы подсказываем фермерам сеять какой вид продукции по специализации регионов. Мы рекомендовали таласским фермерам сеять все виды, и томатные, и белую лопатку, конечно, и рябой. Вот такой есть сорт. Конечно, сейчас томатный, оно ниже, чем на 20-25 сомов, чем в прошлом году. Это рынок, поэтому если спрос есть, оно как бы цена выше. Мы всегда как бы стремимся, чтобы оно продавалось. И продавалось по рыночной цене. Конечно, есть очень много жалоб, что есть некие заготовители, посредники, которые скупают, потом продают по цене больше, чем они скупали. Это никто не запрещает, но самое главное, местные госадминистрации, включая полномочное представительство Таласской области, сегодня проводят определенную работу, чтобы люди могли продавать по хорошей цене. А завод есть гарантия, что по цене сегодня, которая есть, и они будут продавать очищенные, хорошие нашу продукцию в страны, экспортируют, которые Кыргызстан, 25-26 стран.
Для наших крестьян самое главное – сбыть выращенную сельхозпродукцию, да? И правительство ставит приоритеты – это экспорт сельхозпродукции и в то же время строительство перерабатывающих предприятий. Скажите, пожалуйста, что наиболее выгодно вот в настоящее время для наших фермеров? Я вот уверенно могу сказать, что наши крестьяне-фермеры выращивают сегодня очень хорошее качество всех сельхозпродукции. Остается вопрос только вот его переработки и продажи. Конечно, у нас по кластерному методу сегодня очень хороший работает направление сахарной отрасли. Вот по другим техническим культурам, по фасоли, по хлопку у нас, конечно, есть как бы некие работы, которые мы должны сегодня Минсельхоз должен делать. Но я думаю, в любом случае надо его продать после переработки, потому что вот стоимость она остается в Кыргызстане. Здесь на перерабатывающих заводах наши рабочие работают, получают зарплату, и эти заводы бюджет сумму как бы исчисляют. Я думаю, что мы должны на экспорт как бы отправлять переработанную продукцию. Известно, что в прошлом году в Чуйской области было создано производство консервированных продуктов и овощей. Скажите, пожалуйста, какие еще предприятия были открыты в этом году? Значит, у нас сегодня открыто 37 предприятий по всем областям нашей республики. Трудоустроено примерно 850 человек. И открыты эти предприятия, перерабатывающие во всех регионах. Вот мы были свидетелями открытия двух очень хороших предприятий в Баткенской области. Это Интерфрукт и Алтын-Аймак, которые сегодня работают и отправляют свою продукцию. Вот Алтын-Аймак отправляет свою продукцию в Соединенные Штаты Америки. Это для нас как бы впервые. И нашу продукцию сегодня можно вот увидеть на супермаркетах Соединенных Штатов Америки. Это сухофрукты, которые мы всегда давали, продавали наши фермеры таджикским компаниям. Они под брендом Таджикистана отправляли в разные регионы. Вот сегодня есть перерабатывающие предприятия, которые работают очень успешно. И я думаю, до конца года еще у нас намечается порядка от 8 до 18 предприятий, которые будут введены в эксплуатацию. Вот и сейчас правительство говорит о том, что важно очень соблюдать принцип именно региональной специализации предприятий. Скажите, пожалуйста, как происходит это на самом деле и в чем выгода будет для наших фермеров? Видимо, они не будут затрачивать деньги на дорогу. Действительно, правительство сегодня работает по направлению концепции региональной политики. Указом президента этот год объявлен годом развития регионов. И в этом направлении Министерство сельского хозяйства тоже ведет очень такую определенную работу создания таких предприятий, перерабатывающих во всех регионах. Вот я говорю про Баткенскую область. Сегодня можно увидеть предприятия, но, конечно, есть малые предприятия, где работают от 3 до 250 человек, как вот в Таласской области. Но мы сегодня ведем политику, что должна быть кластерный метод, и после переработки мы спокойно можем как бы экспортировать. И я вот хочу отметить, что сегодня наши фермеры, конечно, продают и картофель, и лук, конечно, самое главное, вот чеснок. В этом году цены нету. Нету вот самое главное спроса, да? Нету вот больших покупателей даже с России, с Казахстана. Но мы ведем политику, что можно продавать после переработки, переработанную продукцию. Спасибо вам большое за интересную беседу, уважаемые телезрители. Напоминаю, что мы беседовали с заместителем министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбеком Чудуевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.